Еще в марте, до начала пандемии, в этом кафе по вечерам сложно было найти столик, за которым бы не курили кальян. Даже после открытия ресторанов дымить здесь запрещено. А по новому закону и вовсе кальяна сюда уже не вернутся никогда. Правда, в этом трактире больше акцент на кухню, а кальян как способ привлечения новых клиентов, говорит руководство. Они надеются, на бизнесе такой запрет не отразится, ведь выручка от него только около 3%. Конечно же, для наших гостей было бы лучше, если бы мы могли им предложить как дополнительную услугу кальян. Мы всегда разделяем залы, да, то есть есть залы для курящих кальяна, есть залы для некурящих кальяна. В принципе, жалоб никогда не поступало. Разделяли залы, а в курящем работали специальные вытяжки и в ресторанах Нурислама Шарифуллина. Во всех 8 заведениях до пандемии клиентам предлагали кальян. Теперь свои рестораны владелец переформатирует в семейные. К чему приведет новый закон, пока только гадает. Если учесть тот факт, что люди, приходившие курить кальян, они параллельно заказывали еще еду, напитки, и для них, скажем так, это был повод для встречи, то я думаю, что мы потеряем до 40% от своей выручки, а это уже, ну, скажем так, граница банкротства. В такой ситуации окажется большинство кафе, уверены их владельцы. В Казани 2500 ресторанов, в половине из них в меню кальян, а выручка от него в заведениях от 10 до 40%. Рестораны должны будут подумать, чем они могут заместить эту выручку в первую очередь, какие дополнительные источники дохода они смогут получить. А сейчас мы знаем, да, в момент восстановления и так тяжело. Плохой, наверное, вариант развития событий – это то, что все это уйдет в теневой рынок. Потому что культура кальянов прививалась очень много лет, и в одночасье мы точно понимаем, что оно никуда не уйдет. Закон, приравнивающий электронные сигареты, вейпы и кальяны к табаку, в Госдуме России разрабатывали с 2013 года. Предпосылкой принять его сейчас послужили многочисленные отравления снюсом. А закон уже прошел Совет Федерации, я думаю, в ближайшие дни будет подписан президентом. Здесь и очень серьезная уголовная ответственность будет, и сама вся проблема вот этих снюсов и иных, скажем, нетабачных продуктов, она будет решена. Этот закон одобрили и родительские комитеты, и медики. Вред от кальяна такой же, как и от обычного табака, несмотря на то, что любители дымных трубок утверждают обратное, говорят специалисты. Никотиновая зависимость, влияние на дыхательные органы, сердечно-сосудистую систему. Курение кальяна может привести даже к злокачественным опухолям. Кальян как средство употребления, оно дает гораздо больше выход углекислого газа и закиси азота, высокая температура. И различные ароматические добавки попадают в организм человека, что не безвредно. Казанцы к новому закону отнеслись по-разному. Когда приходишь с детьми, все-таки хочется, чтобы кальяны не курили. В беседках, да, пожалуйста, для взрослых. Там, где вытяжка хорошая, позволяет не мешать соседям, я думаю, там надо оставить. Если условия не позволяют, то думаю, что надо убирать их. Сам не курю и другим не советую. Курение вредно. Ну и как сама не курю, поэтому я, наверное, не замечу, что кальянов не будет в кафе. Исчезновение кальянов из кафе не отразится и на бюджете, говорят депутаты. Больше денег уходит на лечение жителей. Новые правила вступят в силу после официальной публикации закона. Общепиту дадут 3 месяца для переходного периода. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, Наиль Абдуллин, Александр Лобанов, Рамзиль Гарипов, ТНВ. Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.